Мгм. Не тебя. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, кто-нибудь включить звук и поговорить? Мы хотим с ребятами зайти с телефона и проверить звук. Коллеги, добрый день. Мы вас видим, слышим. М? Это кто у нас подключился? Какой центр? Это центр Берегиня. Центр у меня Берегиня. Здравствуйте. Ага. На телевизоре нету тогда громкости, только по телефону получается. Я думала, будет. Вот так хотели мы Как дела, зайти. как настроение? Да, хорошо. Вот я подготавливаю, сейчас детей позовем, и тогда, наверное, будем с нескольких телефонов, если с телевизора не получается. Может, так, на телефоне тогда я попробую. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Мгм. Хорошо. Сейчас Уроки закончились, ребята? Ага, Николай Егорович, здравствуйте. Николай Павлович, точнее. Давно не виделись. Так, кто у нас еще подключился? Вилюйский центр, Аймеконский центр, прямо первые подключились. Как там у вас погода? Мы переживаем за вас. Подключите микрофон. Вас не слышно. Или напишите в чате. Очень мы надеялись до конца, что мы все-таки сможем организовать выездные каникулы в Якутске, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, свои правила в нашу жизнь, и поэтому нам приходится пока встречаться онлайн, к чему мы очень даже, как говорится, с одной стороны, очень для нас это было печально, когда нам сказали, что вы выездные каникулы для детей не сможете организовать в Якутске, но с другой стороны, все равно благодаря цифровым технологиям мы с вами встречаемся онлайн, и это тоже хорошо, потому что самое главное сейчас, конечно, беречь свои ресурсы, беречь себя, здоровье, близких и друзей. Так, мы ждем, пока к нам подключится скоро наш друг и наставник Василий Александрович. Если у вас есть вопросы по по вчерашней встрече с Василием Александровичем, да, с ветераном службы спасения, то вы можете задать. Но первый вопрос уже к нам поступил от Тайбохойского центра, от одной группы детишек, что они не нашли кнопку по оказанию первой помощи на сайте. Но мы сейчас этот вопрос с Василием Александровичем, думаем, решим. Так. Так. Здравствуйте. Нам передали, что Василий Александрович подключается. Настроение отлично, у нас снегопад, пишет Аймеконский центр. Да, в Якутске тоже снегопад, но все подтаивает. Днем у нас плюсовая температура 0 или 1 градус тепла. Это очень непривычно для нас, потому что в это время обычно минус 20 достигает, но аномальная зима. Так, Василий Александрович подключился. О, Василий Александрович. Здравствуйте. 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 Не все, я опоздал, извините. Ничего страшного. Сейчас мы подключим вашу презентацию. Как дела, как настроение? Ничего, хорошо. Пока я могу сказать, пока все... Ох ты, исчезло что-то. Презентацию поставили, да? Ну, я попросил бы поставить сначала, давайте мы все уроки будем начинать с нашего ролика. Он всего 1 минуту идет. Хорошо, Ролик сейчас подключим. Да? Да. Я что хотел сказать, что следующее занятие мы с вами проведем уже в нашем центре спасательном. Там мы вам покажем вокруг хотя бы панорамку, там у нас выставлены все образцы снаряжения и прочие вещи. И мы оттуда будем через камеру с вами уже практику проходить. То есть я уже не буду, у вас не говорящая голова,
а мы будут там тренажеры, мы вам покажем, как работают тренажеры и продемонстрируем приемы оказания первой помощи. Визуально называется, да? Не понял? Визуально, говорю, практическое как будто бы. Да, Да, практическая часть да. у нас завтра и послезавтра мы будем в другом помещении совершенно, значит, и будем там практическую часть проводить с вами. Да. У меня ребята немножко опаздывают, сейчас подойдут, буквально минутку. Ага. Ничего страшного. Ага. Хорошо. Просто, ну я и всем ребятам тоже скажу об этом. Завтра, послезавтра у нас будет практика. А там уже по обстановке, да? Надежда Моисеевна, вы не говорили о том, что мы вообще предлагаем еще продолжить занятия, если ребятам понравится, по другим тематикам уже? Да, мы обязательно об этом скажем, мы кураторам передадим. Хорошо, ага. Если будет интересно. А вы нам дадите знать, чтобы мы включили видео, хорошо? Можно включать? Ну, не знаю, это... Хорошо, включим сейчас. Леонид сейчас включит. Хорошо. Поисково-спасательная служба. Внимание, дежурная смена на выезд. Дежурная смена на выезд. Но сюрпризы готовит беда, все слезы, голод и смерть, разрушая прах города, и стремится их с карты стереть. Но на помощь, как боги с небес, к вам приходят без страха в глазах те, кто службу несет в МЧС, у которых отвага в сердцах. И на помощь, как боги с небес, к вам приходят без страха в глазах те, кто службу несет в МЧС, у которых отвага в сердцах. Ну вот отлично, за эту минуту, это ролик длится минута 20, наверное, уже люди подошли еще, да? Вон ребята сидят, я вижу, прямо в большом зале. Молодцы какие. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Ага. Ну, давайте, может быть, мы начнем. Ага. Я уже упомянул о том, что меня слышно, да? У меня экран пропал. Странно. Слышно, видно, Василий Александрович. И видно, да? А у меня, вы знаете, экран пропал. Ну это, наверное, администратор работает, да? Щелкает тут кнопки. У меня ничего, я вас не вижу никого. Странно. Но вы меня слышите и видите, да? Алло, слышно меня? Как меня видите, как меня слышите? Василий Александрович, Да? вас слышно, видно, презентация включена. Пожалуйста, Хорошо. рассказывайте. Ага. Хорошо. Но я, правда, вас не вижу, но тем не менее. Я еще раз повторюсь. Следующее занятие завтра и послезавтра мы проведем уже в профилактическом центре службы спасения. Там специальный зал есть, где выставлены образцы оборудования спасательного, фотографии и прочие вещи. Там будут тренажеры, роботы 5-го поколения, на которых мы вам покажем некоторые приемы оказания первой помощи. То есть завтра и послезавтра у нас с вами будут практические занятия. А сегодня у нас урок номер 2. Если первый урок мы слегка ознакомились с тем, чем будем заниматься, сегодня я вам расскажу некоторые аспекты оказания первой помощи. Мы на прошлом уроке говорили о том, как вызывать скорую помощь. Я надеюсь, что все потренировались, и мы сегодня еще этот вопрос повторим с вами. Вот. И я прошу включить второй слайд, потому что я не вижу сейчас у себя на экране.
Может быть, администраторов позовите? Позовите администраторов сюда. Почему-то я не вижу аудиторию. Вот, слайд номер 2. Вообще, само понятие первой помощи. Мы с вами договорились о том, что первую помощь вы можете оказать людям уже тем, что вы не пройдете мимо и возьмете телефонную трубку, позвоните в экстренные службы 112 или 103. 112 – это единая диспетчерская служба МЧС России. И еще один момент, который я забыл вам, наверное, сказать. Просто еще можно позвать на помощь. Вот в частности, если это произошло где-то в школе, например, да, на перемене или где-то в классе кому-то стало плохо, вы, конечно, должны в первую очередь позвать на помощь, чтобы кто-то из педагогов подошел, и вы вместе справились с ситуацией. Вот мне тут сейчас помогли, и меня включили в аудиторию. И вот на слайде 2 как раз здесь мы видим, что такое первая помощь. А первая помощь, кроме того, что нужно вызвать других людей на помощь и позвонить в скорую помощь, понятие первой помощи подразумевает собой целый комплекс мероприятий, да? Например, которые оказываются на месте. Вот где вы оказались рядом, например, с человеком, который условно, например, потерял сознание, да? Вот на этом месте вы и должны оказывать первую помощь. Вот. Вы, наверное, видите текст. Тут большими буквами написано, я тоже его перечитывать не буду. Но самая главная ваша задача – так оказать помощь, чтобы человек либо пришел в себя, либо дождался скорой помощи и при этом оставался жив. И сейчас мы некоторые случаи с вами разберем. И вот перечень состояний, какие бывают, это я вам прокомментирую сейчас. Тут 8 направлений здесь. Отсутствие сознания. Что это такое? Очень часто с чем мы встречаемся, особенно на соревнованиях в спортзалах, на построениях в спортзалах, в аудиториях больших, когда душно, когда большое напряжение, когда ребята стоят в строю, очень часто бывают у нас обмороки. Так вот, обмороки – это такое состояние, при котором человек теряет сознание кратковременно. Может быть, вы сталкивались с этим? Ну, я сталкивался довольно часто с такими вещами, когда стоит вот целый строй большой, и вдруг кого-то раз повело, он присел и завалился. То есть упал в обморок. Это те состояния, я сейчас вам рассказываю, при которых вы, не имея даже большой практики, можете оказать помощь. Это очень важно, потому что все тяжелые состояния, не связанные с ранениями, там, какими-то контузиями и так далее, они связаны с обморочным состоянием. Начинается сначала обморок, потом, может быть, он развиться в кому может, а потом вообще может наступить остановка дыхания и сердца, и потом смерть. Поэтому это очень важный вопрос, и я с него и начинаю. Так вот, обморок. Обморок – это кратковременная потеря сознания. Это человек может от нескольких секунд до 3-4 минут потерять сознание. Просто упасть, присесть, но он будет без сознания, у него будет дыхание, сердцебиение, все это у него будет. Но он не будет реагировать на внешние раздражители, на ваш голос, на ваше прикосновение и так далее. Поэтому вот в состоянии отсутствия сознания единственное, что мы можем, какую мы можем помощь оказать, это что? Мы можем приподнять ноги чуть выше головы. Для чего это делается? Для того, чтобы кровь прилила к сердцу и к мозгу под действием гравитации. Чуть-чуть приподняли ноги выше головы на сантиметров 15-20. Потом можем взять нашатырный спирт, но мы часто нашатырный спирта ни у кого нет, да, с собой. Поэтому, но если он есть, ни в коем случае нельзя ватку к носу подносить, а просто нужно помахать перед ним, вот как я махаю перед собой, видите, так, издалека, чтобы пары попали нашатырного спирта.
Вот. Можно слегка не обливать его водой, нельзя его из ведра обливать водой, а можно вот взять в стакан с водой и брызнуть на лицо. И если у вас вообще ничего нет под рукой, ни нашатырного спирта, ничего, ни воды, ничего, я вам покажу сейчас способ, который применяют у нас все спасатели, ну не только спасатели, и врачи его применяют, для того, чтобы привести чувство человека, который потерял сознание, то есть который в обмороке. Потеря сознания кратковременная, я на этом акцентирую. Смотрите, что нужно сделать. Вот вы сейчас все можете попробовать это. Вот у нас, я показываю на себе. Вот между носом и верхней губой у нас так называемая носогубная складка. Я сюда палец поставил, вот она есть. Носогубная складка. Если кто-то вдруг упал в обморок вот, и не приходит в себя, вы можете вот это место, вот эту точку между носом и губой помассировать, сильно ее надавливая. Но не вот этим пальчиком указательным, а нужно взять большой палец, потому что он у нас сильный, крепкий. И вот видно, да? Между носом и губой я ставлю его и силой массирую, надавливание делаю вот сюда. Вы сейчас себе попробуйте хотя бы указательным пальцем сильно надавить и посмотрите, что это на самом деле, ну, довольно, если сильно надавить, не очень приятная процедура, но она способствует тому, чтобы человек очнулся. И еще часто спрашивают девочки и девушки и женщины, а как быть, как мне надавить, если у меня вот маникюр? Я вот показываю, но у меня маникюра нет, правда, да? Ну, а если у вас маникюр, и вы не можете там большим пальцем надавить, да, вы можете сделать вот так костяшечку любого пальца, да, и просто надавить костяшкой. Вот сюда. Все увидели, я надеюсь. По-моему, увидели. Вот. Таким образом, вот видите, что у нас получилось. Человек, как только потерял сознание, мы его, конечно, должны подхватить, помочь ему лечь, если он уже не лежит на земле, приподнять ноги ему выше головы и провести манипуляции вот эти, которые я сказал. Ну, лучше всего не бегать за нашатырным спиртом, а сразу приступить вот к тому приему, который я вам сейчас рассказал. Он довольно действенный. Вот так вот сюда нажимаем, и он должен прийти в себя. Но вот представьте себе, мы вот понажимали с вами. Проходит 3-4 минуты, а он как не приходил в сознание, так и не приходит. И водой побрызгали, и нашатырь уже прибежали, взрослые, или там над ним все хлопочут, а он, все нормально, пульс у него есть, он дышит, но в себя не приходит. В этом случае наступает следующее состояние, так называемое кома. Наверное, все в кино видели. Есть даже, по-моему, какой-то фильм «Коматозники», да? Не знаю, я его никогда не видел, но название видел. Вот. Кома. Что означает кома? Это довольно часто встречается, потому что у человека бывает солнечный удар. Это со всеми нами может случиться. Перегрелись. Удар электрический может быть, какой угодно. Вот. И обморок может перейти в кому. И вот если больше 3-4 минут человек не очнулся, вам что нужно сделать? Вам нужно в обязательном порядке перевернуть его на живот. Это вот я говорю о том сейчас, что вы все вполне можете сделать. И больше того я скажу вам. Завтра я покажу вам, как правильно переворачивать его на живот, или, как говорят еще, придать боковое устойчивое положение. Я сейчас скажу, почему. Даже дипломированный врач вне стационара, то есть вне больницы, он сделает то же самое. Так что вы практически вот получаете знания, которые имеют и медицинские работники. Сейчас вы получаете. Я вам рассказываю небольшие секреты такие. Человека нужно положить на живот. Ну, я завтра покажу, как я сказал, на живот или устойчивое боковое положение. Почему мы это делаем? Если человека, взрослого или ребенка, оставить лежать на спине, то он может задохнуться за счет того, что у него расслабляется язык, или, значит, человек без сознания, он не может глотать. У него отсутствует полностью рефлекс глотательный, он глотать не может. Он не может кашлять,
И поэтому, если жидкость скапливается у него вот здесь вот в гортани, у основания языка, то он вполне может захлебнуться. Поэтому вот этот прием переворота, он обязателен во всех случаях. Вот. Вы поняли, да? Это самое первое, что надо делать в случае, если человек без сознания, но дышит. А как определить, дышит человек или нет, есть ли у него пульс или нет? Я вам сейчас скажу тоже простую вещь, и вы сейчас на себе попробуете. Смотрите, ну это же очень важно определить, живой человек или сердце не бьется. Поэтому мы делаем следующее. Мы должны нащупать у него пульс. Если бы мы сейчас в аудитории бы сидели, я бы вас спросил вашей версии. Ну, тут переключаться нужно. Вашей версии. Некоторые говорят, пульс на руке пощупать, да. Некоторые очень более тоже знающие ребята говорят, можно вот в районе бедренной артерии. Все это правильно, но в экстренных случаях мы всегда нащупываем пульс на сонных артериях, вот на шее. И сейчас я вам расскажу, как их найти. То есть это может каждый от мала до велика сделать. И это делают и спасатели, и военные, и в любых случаях, где это необходимо, применяют этот прием. Как мы смотрим, определяем, что у человека есть пульс? Смотрите, значит, вот у нас сбоку, вот видно, наверное, я повернусь, вот угол челюсти есть. Один угол челюсти и второй угол челюсти вот у нас есть. Если сюда поставить пальцы и опустить их вниз вот так вот вертикально, то в этом месте и будут сонные артерии. Сонные артерии, их у нас две, с одной и другой стороны, и там можно нащупать, хорошо нащупать пульс. Вот посмотрите, как я делаю. Это можно сделать 2 пальцами, 3 пальцами, ну сколько войдет пальцев, в общем-то, на шею. Я обычно делаю так, ставлю 3 пальца сюда, вот, второй слегка надавливаю в этом месте и слушаю, как у меня тукает пульс. Давайте все потрогаем, попробуем, потому что на практических занятиях вам это понадобится. Вы потрогаете, надо хоть раз в жизни услышать, как он вообще звучит, как ощущается под ладонью. Поэтому вы можете у себя вот здесь взять сейчас прямо и сделать, как я вот, приложить ладонь сюда и послушать. Тукает у вас здесь что-нибудь или нет? Может быть, кто-то включит микрофон и скажет, нашел, не нашел? Я нашел. Молодцы, молодцы. Вот очень важно, почему мы должны потрогать этот пульс у себя хотя бы. Когда мы будем у другого человека просто пульс этот искать, мы должны представлять себе, как он вообще выглядит, как он ощущается, какого он порядка, как он двигается и так далее. А когда мы послушали, мы поняли, да, с какой частотой он у нас продвигает кровь, проходит через наши артерии. Вот. Это тоже очень важный прием. То, что я вам говорю, это основополагающие приемы по оказанию первой помощи. Вот мы сейчас с вами рассмотрели первый вопрос – отсутствие сознания. А их у нас, ребята, 8, да? Но мы постараемся дальше побыстрее пойти. Значит, остановка дыхания, кровообращение – это все понятно, наверное, всем. Вот если у человека, я просто поясню, если у человека нет дыхания и нет пульса, это что значит? Что человек, вот вы нащупали, пульса нет. Это значит, что у него остановилось сердце. Наверное, это всем понятно. Если человек не дышит и пульса у него нет, значит, он умер. Но дело в том, что если такая ситуация случается, у любого находящегося рядом человека есть 4 или 5 минут для того, чтобы начать ему делать, я по-простому скажу, по-народному, искусственное дыхание. Помните, это когда качают, нажимают на грудную клетку и дышат рот в рот. 4-5 минут. Почему 4-5 минут? Потому что если в течение 4-5 минут не начать вот эти вот реанимационные мероприятия, имея в виду надавливание на грудную клетку и дыхание рот в рот, то через 4-5 минут у человека мозг умирает. И поэтому, если после этого времени вы даже заведете сердце ему, ну, в конце концов он погибнет. Поэтому запомните эту цифру.
у вас есть 4-5 минут, чтобы оказать помощь, если человек не дышит. Остальное мы вам расскажем завтра по этой тематике и прямо покажем на тренажере роботе 5-го поколения. Его зовут Гоша. У нас еще Глаша есть, я не скажу позже. Вот третье у нас это наружное кровотечение. Ну, кровотечение, вы понимаете, что такое. Порезал палец, проткнул ногу, ну, все что угодно, когда кровь покидает тело. Вот. Мы обычно капиллярное кровотечение, сами знаете, это вот кожицу содрал просто, мы его не рассматриваем. Тут первая помощь не нужна. Но есть два вида кровотечения опасных. Это если даже порезал ножом руку случайно, что-то строгал. Если у вас вдруг, у вас, не дай бог, конечно, неправильно я сказал, извините, если вдруг случилось с кем-то, что он порезался, и у него кровь течет из руки, то нужно обязательно понимать, какое у него кровотечение, чтобы правильно ему оказать помощь. Например, если у человека кровь идет, вот просто самотеком идет, и она темная, и просто вытекает спокойно, и кровь, цвет у нее темный, то это венозное так называемое кровотечение. Оно менее опасно, но тоже опасно при большом количестве выхода крови. И вот это венозное кровотечение, как правило, мы прекращаем наложением давящей повязки. Это все просто. Вы понимаете, что такое давящая повязка, да? Это просто наложить нужно большую толстую салфетку на рану и как можно плотнее ее забинтовать. Это я в упрощенной форме так говорю. Если у вас кровь идет толчками, и она алая, яркая такая, да, и у нее есть цикличность, то есть она вот делает так. Пусть она даже и не бьет фонтанчиком. Некоторые думают, что артериальная, мне вот ребята задавали вопрос, что она фонтаном бьет. Не обязательно, она может бить фонтаном, а может вот так чик-чик-чик, в ямочке, в дырочке, вот, например, в раночке, может просто вот так подниматься слегка. Вот. То это артериальное кровотечение, и нужно принимать срочные меры и накладывать жгут. И этот жгут мы вам покажем, как накладывать на тренажере Глаша. У нас есть такой тренажер тоже, на который, ну, вы увидите. Тоже электронный тренажер с датчиками, посмотрите. Завтра и послезавтра. Ну, инородные тела верхних дыхательных путей, вы понимаете, что это такое. Что это такое. Это когда проглотил, ну, грубо говоря, что-то постороннее, пуговицу, что-то несъедобное, и подавился. Хотя можно подавиться и большим куском бутерброда. Вот. Поэтому, если в инородное тело попало в горло, человек начинает задыхаться. И как человеку помочь, а помочь сможет каждый из вас без специальных знаний, мы этот прием вам покажем также на практических занятиях. Вот. Теперь травмы различных областей тела. Что означает травмы? Вы, наверное, понимаете. Травма – это повреждение какое-то. Когда человек получает какую-то травму, и иными словами, повреждение. Это что может, вы знаете все, это наверняка переломы, ушибы, да? Вывихи, когда ногу подвернул или руку сломал. Это довольно частое явление, наверное, все это видели, знают об этом, даже подробно я не буду говорить. Но для того, чтобы травмы различных областей тела лечить, то есть оказать первую помощь, ну, существуют специальные способы, методы, они очень просты. Эти методы, способы вы увидите на нашем сайте, когда вы там зарегистрируетесь. Там свободно можно полазить везде. Вам не обязательно текстовые части читать на этом сайте. Открываете раздел видео слэш, там такой слэш палочка такая стоит, слэш презентаций. Там открываете, и там вот так же, как на наших презентациях, вот, которые вот у нас здесь есть. Вот, пожалуйста, включите, пожалуйста, например, нам 8-й слайд. Я сейчас покажу. То, что вы, вот видите, вот 8-й слайд. Ага, 7-й, 8-й. Вот видите, тут картиночка, и прямо написано, что нужно делать. Вот. Это вот я вам про обморок рассказывал. Вот вам домашнее задание.
вы, пожалуйста, откройте на сайте и внимательно просто посмотрите картинки. Потому что я вот сейчас вам на пальцах рассказываю, у меня нет возможности сейчас показывать какие-то картинки, показывать пострадавшего. Мы завтра вам, послезавтра будем это делать на практических занятиях, показывать этих пострадавших. Ну вот вы видите, да, что получилось у нас? Обморок. Итак, хорошо. Мы это прошли. Вот посмотрите, обморок мы посмотрели, то, что я говорил. Я бы хотел еще с вами после обморока посмотреть следующую. Вот 9-й можно слайд? 9-й слайд. Тоже посмотрите. Вот то, что я вам показывал как раз, там же вы тоже сможете посмотреть. Если что-то прослушали сейчас или не запомнили, вы зарегистрируетесь на сайте, зайдите. Вы это можете сделать с телефона. Я вчера об этом говорил. С компьютера и с телефона можете сделать. Вполне он хорошо адаптирован к телефону, этот сайт. И там можете все это посмотреть, просто пролистать. Вот. Остановитесь прямо вот на этом разделе. Там есть видео. Если будет интересно, включите видео. Там видео есть со мной, я с тренажером показываю приемы оказания реанимационных мероприятий. Там буквально на 4, по-моему, 5 минут ролик. Вот. Есть еще 3 ролика, они более длинные. Ну, это на ваше усмотрение, посмотрите, если будет интересно. Вот, итак. Про кому я вам, вот, в общем-то, все объяснил. Теперь я хотел бы вам сказать вот о чем еще. То, что самое, как бы, вот то, что лежит у нас на поверхности, да? Про кровотечение. Вот я уже на травму перешел, да? Народные тела. Ну, давайте вернемся про кровотечение. Я хотел бы сказать такую маленькую деталь, которая нужна всем, абсолютно всем вам, особенно мальчишкам. Это часто бывает. Иногда бывает, знаете, от переутомления бывает просто зацепили друг друга нечаянно, баловались где-то, да? Вот. Бывает, человек ударился, бывает кровотечение из носа. И вот об этом обязательно нужно сказать, потому что, как правило, все неправильно помощь оказывают, сами себе. Так вот, вы сами себе можете помощь оказать. Если ударились вдруг, кровь из носа пошла, вот, или по каким-то другим причинам перегрелись и что-то, вот пошла кровь из носа, почему-то все начинают запрокидывать голову и швыркать обратно. Ни в коем случае этого нельзя делать. На самом деле нужно сделать все по-другому. Я вам сейчас даже, наверное, и попрошу слайд открыть с кровотечением. Я сейчас скажу, какой номер этого слайда, и покажу на себе. Вот, пожалуйста, включите 13-й слайд. Вот посмотрите, все пытаются, ударились, кровь пошла, все запрокидывают голову. Ни в коем случае этого нельзя делать. Это неправильная методика. На самом деле, наоборот, нужно наоборот слегка наклониться вперед, если есть какая-то миска или какая-то емкость, или в крайнем случае, ну, что-то такое, чтобы не замарать вам брюки там или одежду. Просто чуть-чуть наклоняйтесь вперед, чуть-чуть наклоняйте голову, и надо дать крови свободно стечь. Вот здесь вот на рисунке номер 1 видно, что человек наклонился вперед. Почему это? Если мы запрокидываем голову назад, кровь стекает сюда, она попадает в дыхательные пути. Мы глотаем эту кровь, она попадает в желудок, может попасть в дыхательные пути. Да? А если мы наклонились чуть вперед, то мы должны, значит, вот смотреть вниз вот так. При этом мы, конечно, к носу можно приложить холод и так далее, но если кровь, конечно, не перестает течь, конечно, нужно вызывать скорую помощь. Но, как правило, в таких случаях кровь останавливается довольно быстро, приложив холод к переносице, слегка наклонив голову. Вот я приложил себе холод к переносице, слегка наклонил голову. Постоял несколько минут, и, как правило, кровь перестает течь. Потому что за счет холода сосуды сужаются от холода. Ну, мы знаем все, на холоде все сжимается, а на жаре все расширяется. Так я утрированно говорю про все. Ну, химики, может, меня с физиками уличить в чем-то, но я упрощенно говорю. Вот что касается сосудов, когда холодно, почему холод всегда прикладывают? При ушибе,
например, потому что, чтобы не было большого синяка, гематомы, то есть опухоли на руке или на лице, всегда прикладывает холод в первое время, чтобы сосуды сузились, вот, чтобы меньше было внутреннего кровотечения. И поэтому посмотрите, что нужно сделать. На рисунке все понятно. Холод переносится, потом выпить стакан холодной воды. Вот. А почему не надо запрокидывать, тут тоже написано, вы, наверное, прочитали. Самое главное, что вот глотание крови может вызвать рвоту. А почему нельзя рвоту вызвать? А потому что у вас и так уже вот тут кровотечение есть, да? А вы начинаете, рвота появляется, если кто-то испытывал такое из вас уже в жизни рвоту, то вы понимаете, что все это начинает напрягаться, когда вот сильно кашляешь, рвота появляется, ты сильно напрягаешься, даже вот кровь в голову ударяет, а это еще больше усиливает кровотечение, потому что вы напрягаетесь, и кровотечение не останавливается, оно еще больше и больше становится. Поэтому, чтобы предотвратить эти вещи, голову всегда наклонять тоже чуть вперед и вниз. Вот это запомните, пожалуйста, потому что, вот, не знаю, меня в детстве этому не учили. И мы, пацаны, когда друг другу там иногда носы наколотим, все ходили вот так и задирали голову, а это неправильно на самом деле. Вот. Поэтому это нужно запомнить. Это ведь, я вам говорю про очень простые вещи, но они очень важны. Если неправильно делать вот эти вещи при обмороке, при носовом кровотечении и так далее, можно так усугубить ситуацию, так сделать себе или товарищу плохо, что он может вообще попасть в больницу с тяжелыми осложнениями. Поэтому вот это вот элементарные такие вещи, которые нужно понимать и помнить. Самое главное, помнить. Вот. Теперь, что мы должны еще посмотреть с вами? Вот я вернусь у себя и посмотрю. Травмы различных областей тела, мы понимаем, что это такое. Это переломы, ушибы и так далее. Ну, как действовать при переломах, тоже мы покажем. Ну, все, наверное, знают. Если у человека есть перелом, то надо наложить шину. Если есть вывих, надо зафиксировать. Допустим, если вывих плеча, значит, нужно зафиксировать руку. Это я вам завтра буду показывать. Сейчас привстану, например, в согнутом состоянии вот так. Это мы завтра вам покажем. Я надеюсь, успеем. Ожоги. Ну, ожог, вы знаете, что такое. Это, значит, такой эффект при воздействии высоких температур, то есть горячих предметов или открытого огня, или теплового излучения на поверхность человеческого тела. Ожоги всем понятны. Антипод ожогов, что у нас? Антипод ожогов – это обморожение. То же самое повреждение человека, только уже не от тепла, а от холода, да, от низких температур. Ожог от высоких температур, обморожение от низких температур. Вот. Что делать, мы об этом тоже с вами поговорим. Вот у нас уже 6 состояний мы с вами насчитали, при которых вы можете оказать помощь хоть товарищу, хоть себе. Вот. Поэтому давайте скажем о последнем еще. Отравлении. Бывает отравление. Мало ли чем можно отравить. Да чем угодно. Можно и булочкой, в конце концов. Отравиться можно, я вам сейчас скажу, чем? Ватрушками. Ватрушки – это такие булочки в середине с сыром. С творогом, извините. Почему я о них говорю? Потому что я в 4 классе, будучи, отравился ватрушками. Любил сильно ватрушки, съел штук 12, наверное, и меня сильно рвало потом. Вот, и плохо мне было очень. Вот. Можно чем угодно отравиться, но в этом случае мы что делаем? Всегда промываем желудок. Если мы отравились чем-то, ну, естественно, я не говорю о том, что мы в любых случаях вызываем скорую помощь или зовем на помощь кого-то еще параллельно. Но мы при отравлениях мы должны что? Как можно больше выпить воды, заставить человека выпить хоть 3 литра из банки и засунуть, извините меня, 2 пальца в рот
для того, чтобы его вырвало, рвота, чтобы появилась. Таким образом, все вот эти, когда у человека рвота из желудка то, что он съел, нехорошее, оно выйдет наружу. Это я в очень упрощенной форме все это говорю. И хотел бы я вернуться опять к нашему вчерашнему разговору. Вот слайд 6 вам показать. Он тоже там на сайте есть, вы посмотрите. Вот сейчас мы 6 слайд увидим. Вот правила вызова скорой помощи. Это очень важный момент. Дело в том, что вот я не только вам это рассказываю. То же самое у нас любой спасатель, который приходит к нам на работу, его все время тренируют. Ты должен правильно сообщить или по рации, если у спасателя обычно есть рация, он своему дежурному может доложить, но если он в скорую помощь звонит, все равно он один и тот же алгоритм должен соблюдать. И они у нас тренируются, прямо ходят с телефонами, значит, и друг с другом разговаривают. Один диспетчер, другой свидетель какой-нибудь чрезвычайной ситуации. Вот. И они, вот согласно этим правилам, которые сейчас у вас на слайде высветились, они и действуют. Вот. Ну, тут есть цифра 101, но вы на нее не ориентируйтесь. Она не везде есть, не во всех регионах. А вот цифра 112 и 103, она есть повсеместно. У нас в республике тоже. 0,1 же. Это же 0,1, да. Ой, простите, меня тут поправляют. Да, я перепутал с этой другой службой. 0,1, ну, 0,1 понимаем, это пожарная охрана. Почему во все эти службы можно звонить? Например, у всех между собой есть связь. Если даже вы в пожарную охрану позвонили и сказали, что у вас тут несчастный случай, нет пожара, но есть несчастный случай другой, они все равно вас вызов примут. Если вы растерялись, 103 не набрали 101, вот, то все равно ваш вызов будет принят. Они тут же передадут это все на скорой помощи, и помощь все равно приедет. Поэтому вы должны знать вот эти номера. Кстати говоря, в органы внутренних дел скорые в экстренном порядке тоже можно позвонить. Это телефон у нас 102. И поскольку сейчас единая диспетчерская служба, связь общая у всех есть, и помощь придет все равно. И я просто хотел закрепить наш прошлый урок, чтобы вы прочитали вот это. Правило первое, как я вам говорил вчера. Сначала сообщите адрес, название улицы, номер дома. Там, улица Петра Алексеева, 12/1. Дом номер 4, второй этаж, третий подъезд, второй этаж, квартира 66. Ну вот таким образом, да? Тут вот прописано, посмотрите. Вот. И второе, сообщить, что случилось. Это мы вчера с вами говорили. Внезапная потеря сознания, поражение электрическим током. Тут написано так, да? Но я хочу прокомментировать. Вы же не обязательно знаете, током, откуда мы разбираемся, например, да? Током ударило его, или что случилось. Просто можно сказать, человек сидит, прислонившись к стене, допустим, в подъезде в том же, да? Человек сидит в подъезде, прислонившись к стене, не отвечает на вопросы. Это же тоже потеря. Он, если никак не реагирует, то спросили: мужчина, что с вами случилось? А он молчит, глаза закрыты, вы потрогали, пульс есть. Ну, значит, все. Живой, но потеря сознания. То есть вот таким образом. Можете просто сказать, сидит или лежит человек без движения. Вы же не знаете, вы не врач, вы не знаете, какой у него диагноз. Поэтому нужно очень так простыми все словами говорить, не углубляясь. Вот лежит, сидит в сознании, без сознания, это можно и так увидеть, да? Поэтому вот такую информацию нужно дать. Вот, правило третье, мы говорили, о количестве пострадавших. Если есть, вот тут написано, указать их фамилии, имена, пол, но это не обязательно, вы можете и не знать, да? Поэтому не обязательно спрашивать их, как зовут и так далее. Нет, если это люди незнакомые, вы можете просто примерный возраст указать, как я вчера говорил. Мой одноклассник, допустим, Ваня Петров,
6 класс, если не можете сообразить, какой возраст. Там 12 лет, примерно 12 лет. Или пожилая бабушка, или женщина лет 40, например. Ну, не всегда же можно определить. Вы должны примерно говорить, как вам кажется. Ничего в этом страшного нет. Вот. Ну и, конечно, то, что написано здесь, говорить четко, не торопясь, это понятно. Если вы будете очень быстро скороговоркой говорить, дикция не у всех хорошая. Вот у меня не очень хорошая дикция. Если я быстро буду говорить, трудно будет разобрать, что я сказал. Поэтому нужно говорить достаточно разборчиво, можно быстро, да, хорошо бы быстро, но лучше разборчиво. Вот что я хотел сказать. Итак, вот запомни, тоже тут все написано. У нас осталась 1 минута до конца. И вот я попросил бы последний слайд 14 включить. Вот. Здесь еще раз номер нашего сайта, а здесь контактный телефон 711-027. Это мой телефон. Если вот руководители будут вопросы ваши, да, вы можете мне позвонить, организационные какие-то, может быть, по сайту какие-то вопросы, может быть, зайти не можете, да. Вы мне позвоните или напишите на WhatsApp на этот номер. Я вам отвечу или переправлю на системного администратора, чтобы он вам помог, или помогу сам. Ну, на сегодня на этом мы заканчиваем наш 2-й урок.